Каждый житель города Якутска, наверное, хоть один раз в жизни побывал в Национальной библиотеке и получил полезную информацию. Но не каждый знает, какая работа кипит за стенами, невидимыми для простого читателя. ЕСИА представляет один день жизни Национальной библиотеки. Ну, давайте начнем с обработки, да, отдел обработки и каталогизации, организация каталогов, как у нас поступают книги. Наше мини-путешествие началось с отдела комплектования, где ведется формирование заказа книг у торгующих организаций. Книги поступают к нам в отдел комплектования. Мы проставляем все, сверяем с накладными бумагами, проставляем цены книг. Также ведем индивидуальный учет книги, проставляем инвентарные номера на каждую книгу. Вот все готовые книги уже стоят с инвентарными номерами. Также все эти книги мы вводим в базу, распечатываем инвентарные книги. Распределяем все книги по фондам нашей библиотеки. Дальше мы отправляем эти книги в отдел обработки. Отдел обработки и каталогизации книг располагается рядом с кабинетом отдела комплектования. По словам заведующей отдела Люции Сметаниной, основная задача их работы заключается в раскрытии фонда Национальной библиотеки через систему каталогов. Мы создаем библиотечные каталоги, электронные каталоги, которые вот открытая да, у нас стоит, и традиционные каталоги, которые находятся на 3-м этаже. Удаленный пользователь при наличии интернета может зайти и посмотреть наш каталог и посмотреть вот наличие той или иной книги. Книга после комплектования сначала проходит техническую обработку, куда вклеивается кармашек, листок срока возврата, затем книга проходит электронную обработку. Готовые партии сдаются в книгохранилище. Национальная библиотека насчитывает 3 книгохранилища. Основное находится в самом здании библиотеки. Мы храним вечно для будущего поколения. Они не выдаются читателям, если единственный экземпляр. Выдаются они копии в оцифрованном виде. Фонды подразделяются у нас по основной фонд. Это книги, вышедшие в Российской Федерации. Второй фонд у нас это краеведческий. Есть издание на якутском языке, это 3-й фонд. Архив печати. Следующий фонд это уникальный наш фонд «Сандалы бичи». Периодическая часть находится в отделе периодики. Вот книжная часть находится у нас. В читальные залы попадают только некоторые книги. Большая часть партий, распределенная по отделам, остается в книгохранилище. Читателю, чтобы найти нужную книгу, которая нет в читальном зале, необходимо ее заказать. Для этого он заполняет бланк, где пишет шифр книги, номер читательского билета и свою фамилию, а также автора и год издания книги. Заявка читателя отправляется через специальную сквозную трубу, которая пролегает по 3 этажам здания библиотеки. В книгохранилище работник получает заявку, находит нужную книгу и отправляет ее на лифте. Износ лифта очень долгий, 1974 года, и поэтому бережем наш лифт, и поэтому по времени уходит. Но в связи с тем, что у нас скоро будет введен автоматический, будут заказы к нам сразу будут поступать по компьютеру, да, по базе. И почаще, наверное, попробуем пускать. Книга – вещь недолговечная. Сделанная из бумаги и картона, с годами она теряет свой вид и становится непригодной для чтения. Отдел обеспечения сохранности фонда, а в частности сектор реставрации, вдыхает новую жизнь старые книги. Как бы это ни было удивительно, но в секторе реставрации на всю библиотеку работает всего 4 человека, которые, вкладывая всю свою душу, предоставляют шанс выживания старым книгам. За год реставраторы чинят 1600 книг и 250 газет. Реставрация книг – это кропотливая работа, требующая терпения. Книги поступают все рваные, тонкие переплеты и реставрации, листовые реставрации. У нас бывают виды стеннокройный переплет сделаем. Газеты тоже, обложки делаем, чтобы удобно было людям читать. Читатели рвут же, когда не списывают. Нам тут вот такие книги поступают. И вот такие книги поступают, корешки сломанные. Кропотливая работа, каждой книге надо чистить старые клеи. И вот такие вот скотч делаем, мы не разрешаем скотч, чтобы сделали листья, отрывается вместо буквой. Старые книги, когда у нас получается, они обрадуют. Ой, даже не узнаем книги, вот такие хорошие книги стали. И тогда у нас наша работа сразу видно, что мы делали. Сразу нам тоже хорошо становится.
2000 году была принята национальная программа сохранения библиотечного фонда Российской Федерации, и это оказало существенное влияние на активизацию работы по сохранению библиотечных фондов. Выполняем весь комплекс консервационных мероприятий. Это значит фазовая консервация у нас редких и краеведческих документов, это реставрация редких и ценных книг, это переплетные работы, вы только что там были, да? Это мониторинг режима хранения, мониторинг физического состояния документов, ну и, конечно же, дезинфекционная обработка пораженных грибками книг. И переплетные материалы, и реставрационные материалы, и оборудование, оно все очень дорогое. Мы все это приобретаем в центральных городах России. Скажем, у нас вот реставрационное оборудование, оно все импортное и очень дорогое. Ну вот, конечно же, это в первую очередь нехватка финансирования. Мария Старостина является единственной на всю республику ведущим библиотекарем-реставратором, которая занимается с редкими книгами. Для этого она специально прошла обучение в научно-исследовательских центрах консервации документов России. По ее словам, старые книги документы проходят обработку специальным раствором. На обработанные документы заполняется паспорт, необходимый для дальнейшего мониторинга за состоянием документа. Национальная библиотека республики была основана в 1925 году. С тех самых пор она работает и дарит читателям свои бесценные знания, храня историю республики и страны в целом. Наверное, это не случайно, что именно в год литературы она отмечает свой 85-летний юбилей. Евдокия Ефимова, Николай Необутов, Туяра Харитонова, ЕСИА.